Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в национальной конференции под названием «Женское предпринимательство в Кыргызстане. Новый импульс». В мероприятии приняли участие 400 женщин-предпринимателей из всех регионов Кыргызстана. Глава правительства поприветствовал участниц форума, подчеркнув важность и символичность данного мероприятия. Я был инициатором встречи с женщинами-предпринимателями, вносящими большой вклад в развитие общества и государства. Я сердечно приветствую всех вас и выражаю вам признательность за неустанный труд и вклад в развитие страны. Я горжусь вами. Мне хочется отметить историческую и социальную роль наших женщин, особенно в политике и экономике, в области здравоохранения и образования, в социальной сфере, сказал он, добавив, что с обретением республикой независимости женщины стали активными сподвижниками в проводимых в республике социально-экономических реформ. Глава правительства привел в пример 90-е годы прошлого века, когда наши соотечественницы, занимаясь челночной торговлей, взяли на себя значительную социальную ответственность не только перед своими семьями, но и всей страной. Вас можно назвать пионерами развития отечественного бизнеса. Будучи в трудовой миграции, вы открывали новые рынки сбыта. Благодаря вам были созданы такие флагманы торговли, как рынки Дордой и Карасу. Еще одним ярким примером можно назвать тот факт, что в швейной отрасли заняты более 200 тысяч женщин, по неофициальным данным более 300 тысяч, и 90% работников данной сферы составляют именно женщины. Хороший вкус и умение определять предпочтения клиентов стало предпосылкой для внедрения пользующегося спросом бренда «Сделано в Кыргызстане», сказал премьер-министр. По его словам, развивая малый и средний бизнес в регионах, женщины-предприниматели активно участвуют в реализации политики президента Сооронбая Жээнбекова по развитию регионов. Бизнес, которым руководят женщины-предприниматели, должен стать мощной экономической силой. Вместе с тем мы не должны забывать, что женщина – это мать, хранительница домашнего очага и пример для своих детей. Мы должны помочь женщинам-предпринимательницам стать еще более успешными, сказал Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр отметил, что правительство держит на постоянном контроле вопросы поддержки бизнес-сообщества. Я всегда говорил и говорю, что все, кто хочет честно работать, я готов лично выслушать каждого предпринимателя и оказать содействие. Первым этапом для улучшения бизнес-среды стали следующие меры. Введен двухлетний мораторий на проверки субъектов предпринимательства со стороны государственных контролирующих органов. Начинающие предприниматели в регионах освобождены от уплаты 4 видов налогов. Это налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость с 5 до 10 лет. Создан фонд подготовки проектов устойчивого развития с капиталом в размере $400 тысяч США. Создан институт бизнес-омбудсмена и другие меры. Правительство и дальше будет изыскивать все возможности для развития женского предпринимательства по приоритетным отраслям. Касаясь вопросов финансовой поддержки предпринимательства, глава Кабинета министров подчеркнул, что правительство последовательно внедряет эффективные финансовые инструменты поддержки сектора предпринимательства. По его словам, объем кредитов в экономику в 2018 году увеличен на 18,2% и составил порядка 130,5 миллиардов сомов. Российско-кыргызским фондом развития одобрено 831 проектов, что в 4 раза больше, чем в 2017 году. Гарантийным фондом выдано 419 гарантий или в 2 раза больше 2017 года.
Сельским товаропроизводителям выданы льготные кредиты на сумму более 5 миллиардов сомов. Предпринимателям в сфере пищевой переработки и швейной отрасли будут выдаваться кредиты под 10%. В ноябре прошлого года на капитализацию ОАО «Айылбанк» выделен 1 миллиард сомов. В настоящее время разрабатывается механизм финансирования проектов по развитию региона в размере 2 миллиардов сомов. В течение 2 месяцев планируется разработать и внедрить упрощенный порядок выдачи кредитов для женщин-предпринимателей Российско-Кыргызским фондом развития, Айылбанком и РСК банком. Также рассматривается вопрос, согласно которому 40% финансовых средств гарантийного фонда будут предоставляться женщинам-предпринимателям, сказал премьер-министр. Он также отметил успешную модель проекта «Одно село, один продукт», добавив необходимость внедрения подобного проекта по всей стране. Кроме того, глава правительства обозначил необходимость реализации следующего этапа проекта Азиатского банка развития «Развитие женского предпринимательства», в рамках которого женщинам-предпринимателям было выдано 405 кредитов на $1,5 миллиона. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается государственная программа поддержки женского предпринимательства. Кроме того, он предложил создать совет по вопросам женщин, который послужит площадкой для продвижения соответствующих законов, решения социальных вопросов, выработки предложений по актуальным проблемам. В ходе своего выступления Мухаммедкалый Абылгазиев призвал соответствующие государственные органы содействовать развитию женского предпринимательства и устранять возникающие препятствия в этих вопросах. Далее премьер-министр принял участие в панельной дискуссии «Диалог с правительством», в ходе которой ответил на актуальные социально-экономические вопросы. По завершению мероприятия состоялось награждение женщин-предпринимателей почетными грамотами правительства и благодарственными письмами. Я Базарбаева Райфана Абрасуловна. Я приехала из города Сулчта. Такой город у нас, такой шахтерский маленький город. Очень прекрасный, очень хороший. Я работала 20 лет в Гарторге, где раньше. Потом Сейчас чем занимаетесь? Сейчас частный предприниматель. У меня свой магазин. Работаю там, обслуживаю, помогаю. Меня зовут Рахат, Джанушбаева Рахат. Я являюсь генеральным директором компании Hyundai Elevators Кыргызстан. Мы являемся дистрибьюторами компании Hyundai. Поставщики лифтов, эскалаторов в Кыргызстан. Роль женщины в обществе, это испокон веков, и на данное и в настоящее время оно было огромное. Женщина – это кто? Хранительница очага. Женщина, она отвечает за семью, за воспитание детей. Помимо этого, сейчас в современном обществе женщины настолько активно работают именно в развитии не только социально-культурной, экономической, политической жизни страны. Политической жизни страны, и свой вклад вносят и в экономике, и в развитие экономики, вклад в страну. Вот в развитие экономики. Вот сегодня собрались, сколько женщин собрались? 300 женщин, здесь. И у каждой женщины огромный вклад в развитие не только экономики Кыргызстана, но и в социальное развитие страны, и в воспитании детей, и в семье у них огромная роль. Спасибо. А вы что можете сказать? Менин атым Нуржан Казакбаева. Айымдардын ишкерлиги тууралуу айтайын дегем. Ишкер айымдар тууралуу. Ишкер айымдардын ишкердүүлүккө келүүсү эң жакшы туура тандоо деп ойлойм. Анткени ишкерлик менен бирге айымдар өзүн өзү өнүктүрсө болот да. Мисалы үчүн үйдө деле ишкерлик менен эгер алектенбесе, үйдө деле күнүлүк оокат менен күн өтө берет да. Эгер кандайдыр бир ишкерлик баштаса, үйдөгү оокат дагы бүтөт, анан ишиң дагы жүрө берет да. Бир жагынан финансылык жактан дагы көз карандысыздыкка алып келет. Ошондуктан эгерде айымдар
финансылык жактан да көз карандысыз болсо, иш менен алектенип турса, алар үчүн же болбосо ошол ишкерлик менен алектенип жатып, алар өзүнүн потенциалын ачышат да. Ошол потенциалды ачып, өзүн өзү айым өнүктүрсө, ошол айым үй бүлөсүндө татыктуу эне болот деп эсептейм да. Балдарга тарбия берүүдө салымы чоң болот деп ойлойм. Спасибо большое, чоң рахмат. Женщина и предпринимательство – это совместимо? Да, совместимо. Совместимо. Женщина – хранительница очага. Да, верно. Что думаете? Да, верно. Верно. Женщина должна воспитать детей. Детей, но не сидеть дома весь день. Сегодня? Да, сегодня. Раньше не так было? Раньше они сидели дома весь день. Да. Откуда вы? Я с Ошской области. Ошской области? Да. А кем работаете? Ну, у меня гостевой дом, как предприниматель, и сама работаю преподавателем вуза и гидом-переводчиком. Я на сегодняшний национальный форум приехала из Чуйской области, Кеминский район, Чоң-Кеминский айыл өкмөтү. Я руководитель общественного объединения «Өнөр Благы». Сегодняшний который проходит конференция, например, мне очень понравилась, потому что тема актуальная, что в душе у женщин, у каждой, оно все говорится. Я хочу сказать, женщина это, конечно, как у нас по-киргизски говорят, это домашний очаг держит. Хранительница очага. Хранительницы очага. И плюс сейчас традиционное знание, я думаю, это на первом месте, потому что дети наши должны знать свою традицию, свой быт, свой обычай. И мы тоже проводим такие лагеря, тренинги с ребятами, занимаемся рукоделиями по сохранению экологии. И я бы хотела сказать и обратиться всем матерям: хорошая дочка, хороший сын, хорошая сноха – это от очага выходит. Она Мать воспитывает. Мать воспитывает. Если дочка плохая или сноха плохая, значит, я думаю, мать где-то упустила. Да. И я хочу сказать, что все матери делали такой очаг хороший, тогда наше государство будет сильное. Меня зовут Элиза Аселбек, я являюсь предпринимателем уже более 10 лет. Как в сфере услуг веду несколько направлений бизнеса. Также я являюсь членом правления Ассоциации женщин-предпринимателей «Курак». Как видите женщину в обществе? Вы знаете, издревле роль женщины у нас, у кыргызов, в обществе, она была всегда балансированная. То есть для меня, насколько в какой семье я воспитывалась, роль женщины всегда занимала значительную роль. У нас никогда не было такого понятия, как женщина это второй сорт, или женщина это твоя роль ничтожная. Таких изречений или таких мыслей даже я не встречала, пока росла, поэтому даже общаясь с бабушкой, я долгое время проводила со своей бабушкой с маминой стороны, я помню, как она мне рассказывала, насколько ее роль в семье, потом в семье ее у моего дедушки, мужа, ее каким образом воспринималась. Вы, насколько знаете, у нас, у кыргызов, были женщины-лидеры, были женщины эльбашчи, были женщины батыры, героини, которые, когда надо было, вставали, спасали свой народ, выходили и на войны и так далее. Я сейчас просто вижу изменение в инфраструктурном плане, а так роль как воспринималась в обществе, так и воспринимается. Для меня сейчас роль женщины ничем не изменилась. Мы сейчас видим, насколько женщины имеют возможность выразить свое желание, хотение, и я не вижу никаких проблем в этом отношении.
Я думаю, что, как и в семье, роль родителей, она должна быть одинаковая. То есть, какую роль играет в воспитании папа, точно в таком же соотношении роль должна играть мама. То же самое я распределяю в гендерном понимании, да, то есть я считаю, что и мужчины, и женщины одинаково играют роль в воспитании общества. Предприниматель и женщина. Как вы смотрите на это? Очень даже положительно. Я более того считаю, что женщина-предприниматель, женщина, если она образована, то ее дети образованные, то и, соответственно, общество тоже. А если женщина-предприниматель, то я это связываю с устойчивостью экономики. Потому что на примере, я не хочу выделять женщин от мужчин, но просто мне почему-то верится, что по своей натуре, вот нас природа этим наделила, да, женщины более стойкие на все удары, на все трудности и сложности жизни, а когда это касается бизнеса, тем более они выносливые, и очень много, я полагаю, что женщин, которые не сдаются, то есть они, если один раз обанкротились, я очень много знакома с такими предпринимательницами, которые вставали и заново начинали свой предпринимательский путь. Бизнес-леди. Очень даже хорошо. Бизнес-леди. Вы знаете, когда женщина имеет голос, когда женщина имеет право лоббировать интересы, когда женщина может менять легко и быстро своими достаточно такими аналитическими, интеллектуальными способностями, данными, то это очень хороший показатель. А бизнес-леди становятся те женщины, которые проходят определенный путь, получают образование, получают опыт предпринимателя и приходят вот к такому уровню, где их можно смело называть бизнес-леди. Да? То есть я считаю, что бизнес-леди это точно так же, как мы с таким почетом и уважением относимся к бизнесменам, точно так же на том же уровне можно будет воспринимать бизнес-леди. Такие конференции что даст обществу и женщинам? Вы знаете, сегодняшняя конференция – это самый, скажем, долгожданный для многих женщин-предпринимателей, предпринимательниц. Я считаю, что эта дорога, это некая возможность для нас, женщин, создать мост между правительством и предпринимателями, именно предпринимательницами, женщинами, которые зачастую не обращаются в правительственные органы, а сами часто решают свои проблемы самостоятельно, да, вот. И сегодня, как вы видите, очень жарко ведутся дискуссии. Участие премьер-министра для нас очень большой, высокий показатель. За это мы ему благодарны. Мы видим, как женщины из сельских местностей задают актуальные на сегодняшний день вопросы, которые они не могут разрешить самостоятельно на своем уровне, на уровне аильных администраций, да, или районных администраций. А тут мы видим очень быстро диалог строится, и мы видим, что напрямую сам премьер-министр слышит из уст, скажем, простого народа, какие сейчас актуальные проблемы существуют у женщин-предпринимательниц. Что думаете, когда мост дружбы говорят? Сегодняшняя конференция, она организована с участием нескольких партнеров, но в то же время вот эта конференция, возможно, выступит неким таким мостом для диалога между правительством и предпринимательницами. Да? А по поводу вашей передачи «Мост дружбы», название очень-очень доброе. Уже идет такая положительная энергетика. Я считаю, что мост дружбы имеет свою особенную концептуальный свой подход, поэтому само уже говорит, да, призывает к дружбе, к долгосрочным отношениям и красивой жизни, скажем, всех народов, да?
если я так правильно понимаю. Ну, во-первых, я желаю каждой девочке, каждой девушке, каждой женщине быть счастливой. Быть счастливой – это значит быть счастливой в семье, в самореализации, чтобы она делала то, что она хочет. Бизнес, так бизнес, образование, государственная служба, все что угодно. Пусть она будет счастлива. А я хочу пожелать, чтобы у каждой девочки, девушки, женщины все-таки была мечта, и чтобы они свои мечты всегда воплощали в жизнь. Я хочу сказать, что мы работаем не ради наград, мы работаем для того, чтобы в нашей стране хорошо жилось. И мы хотим, чтобы жилось хорошо и девочкам, и мальчикам, и вообще в нашей стране был мир, благополучие, а самое главное – экономическое процветание. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие было очень важным для тех, кто приехал из регионов. И очень важно их вдохновлять, очень важно поддерживать, потому что основная часть нашего населения там проживает. И если женщины там будут образованы, будут работать, мне кажется, они будут счастливы. Их мужья не будут угнетать, так как, к сожалению, это сегодня происходит. Ну, я хотела бы сказать, чтобы опыт женщин, ценности женщин, да, в бизнесе могли бы создать основу развития государства как нашего, так и других государств. Потому что женщина своим опытом, да, в истории, она говорит о том, что там, где женщина, там мир, там не насилие, там понимание, там развитие и безопасность. Ну, я хочу сказать, что, наверное, сегодня наконец-то услышали голос женщины. Что не слышно было, сегодня услышали. Сегодня услышали, что женщина – это сила, это созидание. И если поддерживать созидание, будет всегда мир и благополучие. Горячие дебаты шло. Да, очень горячие. Я вообще хочу, чтобы все женщины были счастливы. У всех все мечты сбылись, и у всех в семье было благополучие. Поддержка женщин – это поддержка государства, потому что женщины являются точкой роста. По инициативе Международного общественного объединения «Генералы мира за мир» состоялось первое занятие программы «Инвестиционный фундамент». Проводил занятие генерал-майор Анатолий Скаргин. Цель обучения – сделать перезагрузку в бизнесе многоуровневого краудинвестинга, направить участников на новый вектор личностного развития. Инвестиционный фундамент – это изучение инвестирования с нуля с подпиской на готовые инвестиционные рекомендации. Как вы думаете, можно стать богатым? Конечно. В любой стране есть богатые и бедные люди. Да. От чего это зависит? Это зависит от образования, от знаний. Знаете, раньше гордились тем, что имели по 3 диплома, по 4 диплома и стояли в рыночных условиях, торговали в киоске или в магазине. Почему? Потому что образование имели, а знаний нет. В наше время нужно финансовое знание. Вот Академия частного инвестора, которая дает образование сегодня в 120 странах, финансовое образование, инвестиционное образование, я думаю, это самое главное. Если мы научим детей, студентов, взрослых людей, которые сегодня родились во времена социализма, когда не нужны были эти знания и образования, работать с деньгами, работать с инвестициями, то, я думаю, эту проблему можно решить. В любой стране, в любой семье и в любом городе и поселке. Самое главное, сегодня нужны знания. Если эта семья поймет, если поймут на государственном уровне, если поймут на планетарном уровне, займутся инвестиционным образованием для людей, как сегодня занимается Академия частного инвестора Хавратова, я думаю, эту проблему можно решать. Такие конференции, лекции дают пользу людям или как? Я думаю, что дают пользу, и не маленькую пользу, потому что сегодня в 120 странах появились классы учебные, тренировочные, где люди обучаются основным правилам инвестирования, основным правилам богатства. Сохранить деньги, умножить деньги, как не рисковать деньгами. Вы знаете, когда Советский Союз распался и появились рыночные отношения, знаете, людей сколько покончили суицидами? Да. Потому что потеряли последние деньги, которые они накопили. Почему? От жадности или не потратили? Нет, не от жадности.
От незнания, от безграмотности, от того, что не было образования. Ведь с нас же не готовили никогда. Да и сегодня, к сожалению, не готовят. Поэтому сегодня такие учителя по внутреннему развитию, по развитию личности, как Будда Шефер, Роберт Кийосаки, они все говорят, надо менять систему образования. Везде, не только в СНГ. Вообще в мире надо менять систему образования, чтобы люди с детских лет понимали, как надо работать с деньгами. Почему сегодня практически никто не обучает ребенка даже в 5 классе? Вот на тебе, к примеру, рубль там, или на тебе 5 сомов, да? И думай, как эти 5 сомов не потратить, а чтобы растянуть, допустим, на неделю или на 3 дня. Каждый боится, чтобы ребенок не потерял деньги, чтобы ребенок не украл деньги. А как тогда будет ребенок обучаться? Я думаю, что уже пришло время, когда эти программы вводить надо не только в школе, даже в детском садике. Сегодня первый раз вы провели семинар или как? Ну, в принципе, самостоятельно по системе образования инвестиционной программы Академии частного инвестора я первый раз проводил такое занятие. Я думаю, такие занятия будут проводиться на разных уровнях, в разных учебных заведениях, потому что сегодня уже пришло время, когда каждая страна, каждая аила кмету, каждое село, каждый город должен приучать людей, как правильно инвестировать деньги, чтобы деньги не попадали к мошеннику. Вы знаете, сколько сегодня мошеннические структуры создались для того, чтобы у людей выманить деньги под любым предлогом, под любую схему, а потом с этими деньгами прячутся где-то там на Сейшельских островах, на Багамах, отдыхают, а их не могут правоохранительные структуры найти. Я думаю, уже пришло время, когда люди должны разбираться, куда он свои деньги отдает, как он свои деньги отдает, сохранятся ли эти деньги. Даже возьмите строительство жилых домов. Сколько людей сдали на начальном уровне этапа строительства зданий, фундамент, да. А потом разбежались, деньги спрятались, и ни квартиры, ни дома нету. И таких примеров и в России, и в Кыргызстане полно. Почему? Обратно же люди не умеют правильно инвестировать деньги. Если бы они знали азы инвестирования, то таких мошенников бы просто не было. Им бы никто не отдал деньги. Придется часто надо объяснительные работы провести. Это должна быть система. Это не должна быть просто разъяснительная работа. Это должна быть стройная учебная система, которая знания дать. На государственном уровне надо уже пора вводить и в школу, и в институты, и родителей обучать, чтобы они этим занимались на уровне 5 лет. Огромное спасибо. Удачи вам. В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, в список всемирного наследия организации включены Дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки. Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в список всемирного наследия ЮНЕСКО было оценено состояние Дворца шекинских ханов и исторических объектов города. В завершении обсуждения представленная номинация была принята. На 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском Кракове, обсуждалась представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов». В Баку на работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО участвовали около 2500 представителей более 100 стран, а также различных организаций. Для участия в сессии в Баку прибыли министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, министр культуры и изящных искусств Камбоджи, министры культуры Саудовской Аравии, Узбекистана, Татарстана, Ирака, Болгарии, Пакистана, Канарских островов Испании, Мьянмы, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, министр информации, культуры и туризма Лаоса, министр лесного хозяйства Камеруна, министр туризма и антиквариата Уганды, министр по делам диаспоры Северной Македонии и другие официальные лица. Bum
Bilirəm səni, dedim gözlərim aydın. Buradan geri kəsildi, buradasızım qutardı. Buradan geri kəsildi, buradasızım qutardı. Könlüm nəğməliydi, dilim dərgiliydi. Aman aman. Sən nəşəli kədərsin. Sən dərdindən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Görəndir bu göyçək, hamısı bəxtəvərindir. Görəndir bu göyçək, hamısı bəxtəvərindir. Könlüm nəğməliydi, dilim dölgülüydü. Комуз, в отличие от домбры, имеет 3 струны и гладкий гриф, без ладовых подразделений. Ну и форма. Комуз очень древний музыкальный инструмент. Он упоминается в древнейшем тюркском эпосе Деде Коркут, описывающем события 6-10 веков. Комуз явно щипковый инструмент, с которым акыны с кобзой в руке от народа к народу, от бека к беку идет певец. Кто из мужей отважен, кто негоден, знает певец. В день праздника пусть, ударяя о струны, играет тебе певец, блуждающую по свету и невзначай, приходящую беду да отвратит Бог, хан мой. Другие инструменты имеют уточняющие слова. Ос-комуз, ротовой комуз, варган, кылкобуз, струнный комуз, скрипка, кангыр-комуз, арфа-комуз.